Ассаламу алейкум, всем добрый вечер. Это опять я. Сегодня у нас знаменитый гость. Вызвал такси, предварительный заказ сделал. А кто он, вы узнаете скоро. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто смотрит, кто поддерживает. Я знаю, у вас много хороших отзывов о нашей программе. А мы дальше будем с помощью Всевышнего радовать вас, задавать интересные, познавательные вопросы. Так, Рахим, это такси знаний. Я думаю, ты, да, пристегнулся. Хорошо, ты? Самое главное, да, нужно соблюдать ПДД. Правила дорожного движения. Это обязательно. Потому что вот иностранцы приезжают к нам, допустим, я человек, допустим, я, допустим, много путешествую, даже сейчас ты меня отвозишь в дальние края, я лечу. И люди воспринимают общество через наши автомобильные дороги, через наш транспорт, общение, обиход там, в тех же там, в ресторанах, в гостиницах, в отеле. То есть как люди себя преподносят, такое и будет о них формироваться мнение, да? Вот. И сегодня нам важно показывать, да, себя сообщество. Но у нас восточное воспитание, и это уже хороший плюс, потому что я считаю, что восточное воспитание — это одно из самых лучших воспитаний. То есть имеется в виду, что уважение к старшим там, и много других вот таких вот хороших черт характера, манеры, поведения, этикета в обществе, которые присущи именно вот горским народам, да, скажем так, нашему Кавказу, да. Так, мы правильно едем? Да, правильно едем. За дорогу я отвечаю, да? На вопросы ты отвечай. Но вопросов еще не было. Да, сейчас начнем вопросы, Рахим. Так, вы фидати алчиш, тغلغي мод будешь, ирси мод будешь, что да, куда вот давай. Мод буцубыви, да? Не снял раз. Да, не снял, Рахим. Буцубыви. Азалы мод будет бел бун. والحمد صحار سجى شيء تتحمد الجوا هو غلغي كمان كونا هو تاع أولمبيسكي تشامبيون تاعنا غلغي بيرق حلي وعشت دان تاع بكين يا أخ كتاي بوخ كمخ داوخا تاعنا بولترا مليارد كتاي تايقي آية تاع غلغي بيرق هي يتيا قبرج بوتسوي الحمد لله صدق هتخوش شوي والله شوي так дадулой. Так, начинаем. Первый вопрос. У кого из известных людей была дача на курорте Арамхи? Это вопрос от партнера. Лечебно-оздоровительный комплекс Арамхи в горах. Был ты? Бывал. Видел? Отлично. Я очень люблю наши горы. Ну, не было, наверное, такого лета на моем осознанном возрасте, когда я не поехал в горы наши. И самое любимое для меня это было подняться на Столбовую гору. Мне это очень нравилось. Мятлам. И я как спортсмен всегда вот старался покорять вершины. Ну и Эльбрус, в основном мы там тренировались, конечно. Ну и здесь у нас в Ингушетии часто я бывал в Джарахе. Вот. А вопрос твой мне понятен. Я сейчас хочу вспомнить. Сейчас варианты. У меня есть несколько 4 варианта у меня. Я должен тебе варианты. У меня есть несколько вариантов в голове, но я посмотрю на твои варианты. Давай. Дмитрий Менделеев, Илон Маск, Михаил Калинин, Идрис Базоркин. Вот Илон Маск отпадает сразу. Почему? Он не был у нас, что ли? Я не слышу, чтобы он здесь бывал, да. И вот что хочу сказать. Вот у меня варианты, да. Менделеев вроде бы был у нас в 1865 году, даже скажу, в каком году. Менделеев, кто еще там? Михаил Калинин, Идрис Базоркин. Калинин, революционер, да, вот Калинин. И наш великий, скажем так, Толстой, наш великий Толстой, это Михаил Базоркин. Вот. Но Михаил Базоркин, как мне кажется, он большую часть жизни, в принципе, и прожил там. Может быть, он и в даче писал. Но, насколько я помню, эта дача называется дача Калинина. Поэтому ответ дача. Ответ принимается, и это правильный ответ. Рахим, я забыл тебе сказать про условия.
у тебя есть право на ошибку. У тебя есть 4 подсказки. Звонок другу, помощь зала, вариант 50 на 50 и спросить прохожего. Здесь Ну, почему? На заправке там бывает остановки, Ну, люди почему стоят. нет? Там Да. кто голосует, можно сказать, если ты скажешь правильный ответ, мы тебя довезем. А это Он через окно построен. надо будет общаться? Не, ну выйти можешь, с машины выйти. Ну камера уже не заснимет, да? Да, это неинтересный момент. Главный интересный момент, когда ты придешь с ответом. Я понял. Так, переходим, Рахим, к следующему Надеюсь, я вопросу. не усну этот спарринг. Так, смотри, 1000 рублей за каждый вопрос. Еще У тебя на бюджете. Заработать можно. Да, конечно. приятно Главная сказать. изюминка такси знаний. Мгм. Вы отвечаете, мы платим за знания. Я понял. Хоть эти ваши знания, но они пригодятся нам и тем, кто смотрит. Конечно. Так, следующий вопрос. Это вопросы сегодня день партнеров моих друзей. Те, это, кто- Это от них вопросы, видимо, да? Разные партнеры у меня. И я буду тебе говорить, что от какого партнера какой вопрос. У меня золотые надежные партнеры. Кстати, очень классно. Большое им Хорошая спасибо. идея. Да, вот, поддерживают меня всегда. Так, это от спортивного клуба «Чингис». Так. В каком году была получена первая олимпийская медаль среди ингушей? В 1960, 1988, 2000, 2008. Ну, естественно, 1988. Олимпиада, по-моему, Сеул, да? Да. Все. Исраил Арсамаков, наш старший брат. Да. Это, наверное, самый легкий для меня вопрос. Да? Это правильный ответ. 2000 рублей в кармане. Неплохо. Идем дальше. А вот это вопрос от нашего ресторана Монте-Кристо. Мгм. Слышал? Ресторан Монте-Кристо. Монте-Кристо. Я был там как раз, когда мы Когда? делали так, рекорд. Мировой рекорд, правильно. Рекорд, Правильно. Я да. думал, забыл, не забыл. Не, как бы, Значит, еда вкусная была, да, если запомнил? я запомнил атмосферу, было очень живо и интересно. И очень круто, что наш молодой парень, не помню, Абдурахман. Абдурахман, да, завоевал звание рекордсмена, мирового рекордсмена Да. по приседанию. То есть 7000 с чем-то там приседаний, это, ну, так если вдуматься, да. Вот. Ну, я, конечно, мне тревожно за его здоровье, потому что суставы ног, я, Ну, всё, еще он- тогда я задал вопрос Джабрилу, и он мне сказал, обо всем, все застраховано. Да. Четко. Сегодня вызвали в правительство нас, дали ему премию. Спасибо всем, кто поддерживает. Без разницы, бизнесмен, чиновник, простой человек. Всех, кто спортсменов поддерживает, это большой вклад в развитие нашей здоровой молодежи, здоровой страны. Мы переходим к следующему вопросу. Этот вопрос от Монте-Кристо. Слишком далеко зашли, поэтому я забыл. И вопрос такой. Настоящее имя графа Монте-Кристо. Леонардо Ди Каприо, Тамерлан Ганижев, Эдмонд Дантес, Жерар Депардье. Граф Монте-Кристо. Ну, это же настоящее имеется в виду. Да. Так, ну, Жерар Депардье, он, возможно, играл роль этого Монте-Кристо, я не в курсе. Мгм. Не могу это знать на 100%. Ну, вот еще один Дантес. Эдмонд Дантес Эдмонд есть тут. Дантес. А почему не Тамерлан Ганижев? Ну, Он не почему? может быть? Тамерлан Ганижев? Нет, Да. почему можно? У нас много талантливых, наверное. Ну, все-таки уже, согласись, мало актеров. Да. Хотя, если в кавычки это взять, то их много. Мгм. Вот, и поэтому это будет, наверное, пускай останется Дантес. Дантес. Ответ принимается, и это правильный ответ. 3000 рублей. Нормально идешь, Рахим? У нас в республике есть реабилитационный центр. Спасение называется. Против наркозависимых, Я живу в нем, алкозависимых. я Вот, отличный центр, тоже мой партнер, вместе работаем. Правильная работа.
Причем в обоих я был, которые на ипподроме находятся. Вот рядом. Это название, разные. я просто название Ага. помню. И вот Да, это названия вот, разные. Вот здесь находится. И приезжаем. вот этот реабилитационный центр помогает спортсменам, чтобы они достигали своих целей материально, финансово, помогают всегда вот в разных мероприятиях спортивных. Они близко со мной контактируют, за что им большое спасибо. И вот такой вопрос от этого центра спасения. На каком языке говорит больше всего людей на земле? Китайский, испанский, арабский, английский. 4 варианта ответа. Так, у меня 2 версии. Мгм. Китайский либо английский. Мгм. Согласен? Да. Подсказки можешь ты, звонок другу, помощь зала, там 50 на 50 варианты. Давай. Или рано еще подсказки, может быть. Рискну. Ну, у тебя одна право на ошибку есть подсказка. Одно Да, право на ошибку. Да, одно право на ошибку. Давай, на такой сложный вопрос, я думаю, давай я рискну. Можно. Но будь осторожен. Даже те же китайцы, они разговаривают на английском многие. Был ты Конечно. много. олимпийский чемпион Пекина, что я говорю. Был ты Поэтому, хотя я понимаю, эта нация самая большая в мире. Вот их там миллиард, 1,5 миллиарда. уже даже 1,5 Да. миллиарда. Поэтому здесь вот такой вопрос, он такой с подковыркой. Да, С да. подковырочкой. Я знал, что он интересным получится. Да, и здесь надо подумать, да. Я бы лучше подсказку взял бы, Рахим. Почему так думаешь? Я думаю, Рахим. Сейчас ты, если скажешь ты китайский, думаешь- будет так, если скажешь английский, будет вот так. Поэтому я бы Ты взял думаешь, у подсказку. меня есть такие друзья, которые... Не, У меня, подсказка конечно, 50 на есть- 50 ты У меня, можешь. конечно, есть... Рахим, А. вот 50 на 50, например, это Все-таки ты есть. мне советуешь, да? Да, 50 на 50. Я не думаю, что ты мне желаешь плохого. Да, знаешь, 2 варианта мы берем, Да. и тебе легче будет выбрать. Давай 50 на 50. Но эти варианты могут быть разные, понимаешь? Да, поэтому я бы советую тебе 50 Давай, на 50. давай 50 на 50. Все, уходит арабский и испанский. Я понял, я. Ну вот я так и думал. Остались китайский и английский остались. Прости, ну чё, ну так, ай. Ну вообще Так я нужно 20 было. лет отдал боксу. Я тебе нормально сделаю. Я парень рисковый. Ты меня вообще не обидишь, все равно не обидишь. Тем более ты взялся меня прокатить. Причем, молодец, Джабраил. Меня везет в аэропорт. И очень хорошо, что ты мне встретился. Да, без Сегодня. проблем. Без проблем. Вот. Ответ какой, Рахим? Ответ должен быть ответ, да? Так, подожди, китайцев 1,5 миллиарда, а в мире сколько человек? 8 миллиардов. 8 миллиардов. Да. Английский. Английский. Да. А то салам. Ассаламу алейкум. И это неправильный ответ, Рахим. Неправильный? Да. Китайский. Блин, елки-палки. Вот косякнула. Да. Ничего. Так, переходим. Подловил. Вот. Одна ошибка. Да, право на ошибку есть еще. Все уже, Всё. нету у тебя. Больше ошибаться ты не должен, Рахим. Всё, больше Сейчас не уже подключай свои связи, друзей, этих прохожих, всех. Сейчас главное доехать надо до аэропорта. Так, сколько? Не успеваю. Так, Вполне. идем дальше. Типа, фары не горят, что ли? Горят, Или горят. так кажется? Просто тут светло, поэтому... Все, понял. Следующий вопрос от партнера бутик Ателье Духар, есть такой национальный бренд. Дух. Я являюсь амбассадором этого бутика. Качественная, отличная одежда. На заказ они шьют. Мгм. И есть готовые. Итальянские разные.
Но самое главное, там есть вот наши У них исламские. магазины у нас в Одежда. республике, да, магазины? Да, вот открылся на уровне такой, сервис на Хороший. высшем, да, уровне. И вопрос такой. При достижении племянникам совершеннолетия дяди со стороны матери дарили ему верхового коня. А Еще что? раз, еще раз. При достижении племянникам совершеннолетия дяди со стороны матери дарили ему верхового коня. Со стороны матери. А что дарили дяди со стороны отца? Оружие, дом, одежду, ремень. Как ты думаешь, Рей? Ну, джигиту и воину необходимость была в давние времена, это идет исторически же, да? Да. Поэтому необходимость была в определенном вооружении, в защите. Поэтому мой ответ, наверное, оружие. Ответ принимается. Но правильный ли он? Мы скажем после рекламы. Это У правильно. вас еще реклама есть, да? Так, идем дальше. Это правильный ответ, Рахим. Вопрос от партнера сети быстрого питания Ихватун. Вот это уже интересно. Сейчас тебе, я думаю, нужен будет звонок. Какой партнер? Хватун? Ихватун, да. Ихватун? Шаурма, этот, Данер. Не, слово Ихватун. А, Ихватун, да. Братья, по-моему, с Это арабского. фамилия? Не, это Ихва, братья, и оттуда, с арабского значения. Все. Так, вопрос такой. Ничего не понял. Как называется цифра 0 на ингушском? Булик, колх, толх, валы юацер. О, вот ты меня. Есть друг, знаток ингушского языка? Так, есть. Кстати, мы приезжаем сейчас. Огонь. Огонь. Звоним. Пошла. Так. Беков, директор школы. Сунжин. Беков, как зовут его? Сейчас скажу. Ну, знает неплохо русский язык. Очень хорошо. Громкую связь надо поставить, я с ним пообщаюсь, да, я представлюсь, что эти такси знаний. Так, средняя школа номер 1 города Слепцовск. Он был директором, я сейчас не знаю. Давно не звонил, давай посмотрим. Ага. Ну, он может зайти в интернет, я ему это объясню. Если он не знает сам, у него есть возможность зайти в интернет или позвонить сразу на линии, как он, другому человеку. Слышно? Да, будет слышно. Если он возьмет трубку, конечно. А взял. Алло, Беслан, салам алейкум. Разговаривать можешь? Я хочу трубку передать одному человеку, он с тобой хочет поговорить. Можно? Беслан, ассаламу алейкум. Хамди керт, подожди, еще мог жди? Да, ладно, астик так. Со, Джабрали, ажу барахоев, такси знание, качау Рахим. Хукти хай, о, телефон юзер программ. Да. Вот передача, вы хансхугр джагоеш жвукер. Как называется цифра 0 на ингушском языке? Варианты же аздавалхук. Варианты же интересные, его схаита. Не, пускай сперва ответит. Отвечай. Ответ есть у тебя? Шику вариант юн, просто один из вариантов у юки юн. وشكو خارطة يعن حنت حجلة بولك قلخ طلخ والله يواتر да قلخ يا هناس قلخ Колх, верно. К-О-Х-Л-Х قلخ طلخ. Это я не знаю, я не могу сказать. Свято. Шолх я у нас. Толх юн калай, толх. Тряпка, сан мышхлот.
На, лахмон. والله يعتري حافدي شغوهن انترنت عشان حاجة شو هن во время звонка и حنيخر سجي كل تليفون تيخاش دقيقة خاتي شو جوعنا شو راي ما отвечает شو قول خيطة Не знаю, я просто для меня не слышал. Ага. Ну, بس там فدعت вопроса хватит سجي уже интернет хожу. قول да ответ قول ديها все. Я уже сказал, Кол. Ну мне вот почему-то кажется так. Хорошо, Беслан, я сказал, директор واحد на школе ви? Бабек ты боб хабох. Адик хал. Аздаллах рахим. Беслан, я сказал. Это правильный ответ, Беслан. Правильный ответ, Беслан, ты меня выручил. Так. Ну вот из всех вариантов, ну последний вот вал Йоцер, да? Кол как-то почему-то мне отказался. Так, 5000 рублей должен Ваха, Рахим. Уже есть, да? Да, идем дальше. 5000. А какой самый больше, сколько можно заработать? Ну, мы идем по вопросам, смотря, когда у тебя закончатся эти... То есть финал безгранично все, Да, да? сегодня такой выпуск. Сейчас вопрос от клиники детской стоматологии The Kids. Надеюсь, это легкий вопрос будет. Да, очень легкий, очень легкий. Ну, с подковыркой, да? Сколько букв в ингушском алфавите? Блин. 32, 53, 46, 24. Так, ну, это же получается у нас кириллица же. Или латиница, кириллица. И получается, что в русском алфавите у нас 33 буквы. Вот, а в ингушском какая там, 56 была? Не, 32, 53, 46. 53, 46. Да, и 24. 24. Я тебе предлагаю... Нет. Ты же не выслушал мой ответ. Ответишь у тебя что? Ну, давай. Если я скажу вслух, это уже защищается. Не, пока ты скажешь, я что... же просто пока размышляю. Да, я ты же можешь могу размышлять вслух, правильно? Конечно. Вот. Мне кажется, этих букв не должно быть 24 точно. Потому что отпадает сразу. Но это может быть 32 было, да? 32, 46, 53. 32, 46. 46 мне почему-то тоже кажется, вряд ли. Вот. Дальше 32 и что? И 56. 53. 53. 32, 53, 46. 32. Не, подожди. Стоп. Не, если ты сейчас неправильно ответишь, Нет, то сгорает вся сумма. Я понял, да. 30, и мы прощаемся. 32. Рахим, да. помощь зала. Это для тебя, если честно, трудно. Это для процентов 60-70 населения трудный ответ. Да? Да, 100%. Ты думаешь, мы сейчас заезжаем? Помощь зала я бы взял сейчас. Они ответят тебе, правильно. Ну, Давай включим наш Инстаграм. Сейчас... помощь зала именно в Да, эфире, подписчики, да, мои подписчики. Давай. Сейчас самые лучшие мои подписчики. Давай. Лучше них нету. Если есть связь, конечно, да? Связь есть, все, заходит. Сейчас удивятся, когда тебя увидят. Почему? Ну, непростой гость. Я тоже человек. Я знаю. Но ты олимпийский чемпион наш. Человек, который достиг вершины спорта. Это сильный человек. Так, всем ассаламу алейкум, добрый вечер. Приятно видеть вас, дорогие подписчики. У нас в эфире сегодня такси знания, наш Рахим Чахкиев. И вопрос для вас. Надо помочь нашему брату заработать 6000 рублей. Так, вопрос такой.
Сколько букв в ингушском алфавите? 32, 53, 46, 24. Ждем правильного ответа. Не все, да, извини, не все ингуши знают ответ на этот вопрос. 100%. Сейчас увидишь, что разные ответы пойдут. Вот видишь, разные ответы пошли. Слушай, я просто не очень. Да, я скажу. Я сейчас скажу. Больше пишут 46. Рахим. Уже отвечаю, да? Да, отвечают, идут ответы. Некоторые говорят другие. А самая большая у тебя была версия 52, да? 53. 53. Да. 46. 46. В принципе, 46, 33, 46. Да, согласен. Большинство 46 написали. Я согласен с этим ответом. У меня больше нет такой подсказки? Нету, все. И она сгорела тоже. Помощь да? зала, да. Блин. Ну, Ничего. Это, конечно, не очень хорошо, но ответ... Да. Спасибо за подсказку, друзья. 46 ответ. Правильный ответ, Рахим. Идем дальше. Есть такая сеть автозаправочных станций MGI. Это наш брат Заурбек. Вот он очень сильно помогает спортсменам в разных проектах. Это наша... Благодарим. По Ингушетии заправка. Да, по Ингушетии заправки. Заурбек Мансагов, наш старший брат. Вопрос, тоже мой партнер, надежный. Вопрос от него. Какая река самая длинная в мире? Амазонка, Конго, Нил, Гудзон. Почему он задал такой вопрос? Я не знаю. Это география. Да, это география. У меня была по географии 5. 5. Я думаю, сейчас ты ответишь правильно. Я объездил многие страны, города. И, в принципе, я должен знать этот ответ. Так, ну у меня вот, знаешь, вот как всегда бывает, на грани, да, бывает. Ага. Это Амазонка Я это ожидал. и Конго, это же в Африке. Ну, Нил был? Нил есть, конечно. Нил это все, они все большие реки. Это Да. Нил большая там, вот. Правильно. Ну почему-то мне кажется, это, не знаю, вот, блин. Амазонка, Конго, Амазонка. Нил, Гудзон. Амазонка. Смотри, Рахим, я сделаю такую маленькую подсказку, что во всем мире вот идут разногласия по этим Даже разногласия. двум вариантам. Не есть. все знают. Ну, большинство говорят, что это Нил, они измерили там на 160 километров одна длиннее второй. Почему-то у меня в памяти Амазонка. Амазонка. Да, Амазонка почему-то. Ага. Нил, да, большая река, там исторически очень там такая река мощная, она благодаря этим рекам, в принципе, и существовали. И развивались государства. Я да? должен напомнить, что если сейчас неправильный ответ будет, То я выхожу, да? нет, у тебя 5000 несгораемая сумма остается, и мы прощаемся. Так. У тебя У есть... меня подсказки нет. Да, есть. Одна. Да, вот. Спросить. Ты можешь на посту спросить. Это единственная подсказка, которая у меня осталась? Спросить прохожего. Это единственная подсказка, которая у меня Да. осталась? Помощь зала использовали, звонок друга использовали, 50 на 50 использовали. Сейчас у тебя нету права на ошибки и только одна подсказка. Спросить прохожего. Вариант у тебя между Амазонкой и Нилом, да? Так, еще Конго и... Ну, Конго и Гудзон есть еще там. Гудзон. Да. У меня Амазонка, Нил, да, вот так. Да. Ну как-то что-то сделай так, может, сам. Ну это большой риск, если честно. Там еще интересные вопросы остались от Car Style Detailing, Блин. Инкар Сунджа, от Халим Vision, видеонаблюдение наш брат. И Big Man. Это магазин одежды для больших наших братьев. Вот Амазонка Нил, Амазонка Нил. Подсказок нет, да?
Подсказки есть, спросить прохожего. Спасибо. Да. Блин, кто здесь знает? Ну, на посту можно. На границе, кто знает ответ на вопрос, какая длинная река, какая самая длинная река в мире на границе Чечни и Ингушетии? Вот сотрудники, может, узнают, да. Они-то могут интернет залезть? Давай спросим ради прикола. Давай. Чисто ради прикола. Да. Чисто поржать. Там больше это не делай, там я чисто по приколу вырубил его вот эти вот темы. Так, сейчас спросим. Вопрос такой. Ну, тоже с подковыркой получилось. Такой. Да, ну, То есть он такой вопрос. изученный должен быть То есть, вопрос. да, то есть надо глубоко Ответ. в теме быть. Да. То есть, ну, помнить просто надо будет. Ну, у меня почему-то вот лежит вот, не знаю, пластом. Ты скажи им, что они могут зайти в интернет и воспользоваться. Пластом лежит вот Амазонка почему-то. Хотя вот я помню, что Нил тоже там. Волга, кстати, большая река. Да. Очень. Волга, а почему-то... Но не в мире. Ну, не в мире, да, Да. но вообще очень В большая. России, да. Россия Когда, самая крупная река. да, вот, можно задать вопрос. Это- в России. Это потом на других выпусках. Или давай поменяем твой вопрос. Самая большая река России. Шучу. Я согласен. Я скажи. согласен. Мне терять нечего. Что, спустим здесь? Да, сейчас Серьезно? вот. Остановиться надо? Ну, конечно, на обочину заедем. Или так прям спустим, нет? Не, удобнее будет. Это Слушай, ну, задерживать будем. Кого спрашивать? Я думаю. Они думают, мы им остановились. У нас тут свои проблемы. Давай. Так, вот, да, Открой. спасибо. Открой здесь. Брат, ассаламу алейкум. Анди Моги. Ассалам алейкум. Это олимпийский чемпион, мой брат твой, Рахим Чакиев. Он в программе «Такси знания». Вопрос такой. Спросить прохожего. Тебя не видно. Какая... А вы тут? Географа, зовите географа. Ну, я, конечно, не очень. Интернет, чувак, еще вам, брат. Вы можете воспользоваться интернетом. Так, меня постоянно смотрят. Самая длинная река в мире. Ассаламу алейкум. Анди Моги. Нил Дуюх. Хал Иштван. Цамыштяха. Рамзан. Слушай, брат, а может Амазонка все-таки? Нил Амазонка. Нил Точно? Дохан. Не Амазонка? Вот чеченский сотрудник подсказал нашему олимпийскому чемпиону. Да. Рамзан, слабый Подумай, мацер. что у меня плохо с географией. Ничего подобного. Все. Так. Ну, что-то вот это... Нет, сотрудник все-таки нет, наоборот, внушил доверие, кстати. Да. Он четко сказал, вот так еще пальцем. Да. Это Нил, брат. Я тебе плохого не желаю, но это Нил. Ага. Поэтому, наверное, да, соглашусь. Пускай будет, даже пускай. Ну, у меня тоже, у меня вот так, на качель. Я понял, качель, я знаешь, понял, ты да, качель. 50 на 50. Нил, я. Амазонка. Амазонка тоже будет крупная. Да, Это почти, 100%. Получается, вся Южная Америка. это Не вся- то, что Это вся Амазонка практически. Ты и я, мировые исследователи, у них есть разногласия в этом вопросе, Даже. но наш чеченский брат, Если что, не один я буду виноват в этом да, ответе. виноваты Не один я. ингуши, чеченцы. Сотрудники Да. ДПС. Правильный ответ. Нил. Я говорю Нил, да. Да, правильный ответ. Салам алейкум. Александр. Не, нужно было бы Не, слушай, он мне ужин помог. сотруднику отнести. Слушай, да, ему придется... На обратной дороге я Да, да, отнесу придется, да. от олимпийского чемпиона Рахима Чакиева. Так, идем дальше. Так, сколько я вместе с сотрудником заработал? 7 штук. 7 штук. А следующая сумма какая? На 8 тысяч переходишь Не, сейчас. а чё, До а- 10 доходишь? Несгораемая А чё вы сумма. сразу по десятке не прибавляете? А чё Мы вы- будем в следующем выпуске. Просто не повезло тебе, Рахим, сегодня. Чё деньги закончились? Мы так А почему тестовый деньги делаем. на мне закончились? Тестовый. Так, идем дальше. Детейлинг-центр Car Style задает такой вопрос. Какая страна потребляет больше всего шоколада? Испания, Германия, Америка, Швейцария. Ну, Швейцария маленькая.
Дальше какие страны еще? Америка и большая. Германия, Испания. Швейцарский шоколад кушал? Кушал. Вкусно? Очень. А ты? Ты Я так сказал, нет. как будто не кушал. Я нет. Я кушал казахстанский шоколад. Вот он мне точно понравился. Очень вкусно. Я, честно говоря, видел такой. От нашего брата Заурова, когда я был Этого там, в Алмате в горец, да? 2016 году. да. Ага. Вот. Ему большой салам, если нас Он видит и слышит. Увидит, он подписан на меня. Ну все, отлично. Смотри. Салам алейкум, Руслан. Всему братскому казахстанскому народу тоже. Ну, естественно, это большие страны. Кто больше всего потребляет? Это Вопрос такой. Америка либо Германия, получается. Рахим, Ну, тут Германия- может быть все. Ну, Германию зачем сравнивать с Америкой? Тут- Америка это больше нет. большая страна. Ну, большая страна, Там но количество жителей больше. может, например, Но, имеется в виду количество человек, потребляющих шоколад, или что имеется в виду? какая страна потребляет больше всего шоколада? Вот такой вопрос нам прислали. Больше наши всего, значит, подписчики. больше закупок, больше реализации, да, получается? Нет, не совсем. Не Не совсем. Да. Слушай, тут тоже подковырка Да. вопрос. Это возможно. Мне это надоело. Надоело это слово. Надоело. Это подковырка надоело. Ладно, метал, ну что, подковырка. Вот так. Вот так. Ну дословно, конечно, мучи, подковырка мучись. Так, Ажел? Богатый индусский язык. Швейцария, Северная Америка. Ну, Герм- Америка какая? Северная, да. Или все-таки полностью? Не, Северная Да, да. Америка. Северная Северная Америка. Америка. Германия, Испания. Германия, Испания, так. Самое интересное то, что нету у тебя подсказок, Да. нету права на ошибки. Часто остался реально в финале Олимпийских игр 1-1. Выиграешь олимпийский чемпион, проиграешь средний призер, как Гитлер. Да. Смотри. Подковырка есть или так? Ну, нельзя же вот, как сказать, ну, вопросы такие, они же не просто так, наверное, их нашли. Они задают такие вопросы, которые, ну, вроде бы кажется, хочется сказать Америка. Да. Ну, большая страна. Ну, Вот почему? прям тянет, да? Потому что если Америку брать, он же не говорит Северная Америка, он говорит, и это значит и Южная Америка. Не, Северная Америка тут. Именно Северная Америка. Да, именно Северная Америка. Тогда здесь спорно, Мгм. потому что если в Германии имеется в виду, это может быть и Германия, потому что она просто поставляет больше шоколада, поэтому Мгм. из этих, скажем так, вариаций, да, скажем, потому что, а именно употребляет шоколад, Да. или именно реализация какая-то, вот такого, как вопрос стоит еще раз, Потребляй. именно потребляет, Да. конечно. У меня вот Америка и Германия, да, понятное дело. Там у тебя, да? Да, вот спорно. Вот. Не Швейцария, не Испания. Ни Швейцария, ни Испания почему-то. Либо это Америка, северная, да? Мгм. Либо это Германия. Значит, твое время пришло, я говорил. Так. Я психологически тоже так боюсь. Ага. Так. Это просто сбиваешь меня с пути, с истинного пути. Все, я молчу. Все, Ты молчишь, да? твой выбор. Так, Швейцария. Вот то, что ты скажешь, тут я тебе Не, подскажу, темно. Вот, подожди, вот есть же швейцарский шоколад, или как он там? Есть. Может, это действительно Швейцария? Ну, употребляет, там же человек, там живет намного меньше людей. Это мы не знаем. Ты же говоришь, где больше всего употребляет шоколада? Блин, что-то здесь нечисто в этом вопросе. Да. Где-то вы на что-то мне хотели подловить, да? Поэтому ответ мой будет. Бля, Америка, что ли? Чего ты смеешься? Нет, давай, все. Была не была. Блин, не хотелось бы заканчивать передачу, так интересно было. Швейцария, да? Так. Или Испания? Америка. Мне нужен окончательный ответ. Окончательно. И я торможу. Мой ответ Швейцария. Очень довольна. Молодец. Отвечаю. На последнее есть?
Я хотел сказать, ответ принят, когда ты Германию сказал. Да, и хотел уже на обочину. Швейцария, знаете почему? Потому что... Не, вот ты очень сильно ее выбрал. Как ты ее выбрал? Просто вот объясни. Знаешь сейчас. почему? Сейчас объяснение тоже есть. На удивление есть объяснение. Просто не хотелось здесь выступить в роли, скажем так, как тебе сказать? Реально ты меня удивил. От Инкар Сунжа эти ребята дают машины на аренду, на прокат. Чистые, хорошие машины, да. Где, у нас в республике? В Сунже, да, в Сунже находится. Инкар Сунжа так и называются. Все, надо познакомиться с ребятами, я не знал. Хорошо. Как Вопрос сейчас такой. называется, как? Инкар Сунжа. Инкар Сунжа. Как называется корабль капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»? Мародер, Черная жемчужина, Черный питон, Слизерин. Че? Слизерин. Слизерин? Что это значит? Я даже сам не знаю. Вопрос я дал Это из фильма, да? шанс, да. Пираты Карибского моря? Да. Блин, ну я смотрел этот фильм, ну вот это, как его, ну как, не такой старый, да, имеется в виду? Да, да. Уже Джек в Воробей. 2000-е годы его показывали, на экран он вышел, да? Ну как ты думаешь? Мародер, Черная жемчужина, Черный питон, Слизерин. Слизерин, надо знать, что такое слизерин, я говорю. Да. Может, откинем этот вариант. Ну, слизняк? Не-не-не. Слизняк. Это как селезень, как утка. Да, да, да. Утка. Так, черный паук? Черная жемчужина, Черный питон, Мародер. Блин, я бы, конечно, мародер назвал. Почему? Это же пираты. Ну. Мародеры. Варюшки, варюги. Думаешь, так просто было? Ты же знаешь, Нет, какие у конечно. меня Да вопросы. нет, конечно. Блин, у тебя вопросы, блин, на грани, на грани. Да. блин, Еще вообще. знаешь, что Как интересно? будто по краю хожу, знаешь, по краю хожу и... По краю Карибского этого... Сорвусь в пропасть. Получается так. Вот. Поэтому это никак не мародеры. Жемчужина, черная жемчужина. А вообще существует черная жемчужина? Существует. Серьезно? А и что еще черное? И Черный питон. Бетон черный, блин. А он разве черный бывает? Они же зеленые. Питон? Змея. Они Черный тоже бывает. Темно-зеленый, нет? Нет, черный тоже бывает. Можно. Так, Ответ. подсказок нет. Подсказок Уже нет, даже, жизни блин, нету. Единственное, есть билет на самолет. И то можем опоздать. Да, это можем опоздать. На эти деньги, походу, тебе билет надо купить, а? Так. Слушай, действительно, у нас мало времени. Нормально. Притопи, брат. Давай. Так. Ответ. Ну это, блин, фильм надо. Черная жемчужина. Ну мне почему... Ответ принимается. Принять его? Я не знаю, как, вот, насколько тебе меня жалко. Я принимаю. Я принимаю. Очень жалко. Насколько ты меня можешь пожалеть, да? Да. Это правильный ответ, дорогой. Поздравляю. Круто, вообще не ожидал. Поздравляю. Идем дальше. Халим Вижон. Халим что? Вижон. Арабский? Это на английском. Халим? Не, Халим, это Халим имя нашего друга. Ага. Халим Вижон, у него есть магазин, где организация устанавливает видеонаблюдение, домофоны, автоматику для ворот на профессиональной, на высоком на высоком уровне работают ребята, мастера хорошие. И он выступает в роли партнера. И вопрос от него. Кому посвящена книга Багаудина Зязикова «9 дней из жизни героя»? 9 дней. Руслану Аушеву, Сулумбеку Асканову, Мандре Нальгиеву, Юсуфу Угурчиеву. Юсуфу Угурчиеву? В последних двух я, честно, не очень силен в их биографии. Не силен, да? Не силен в их биографии. А первые, там, Руслан Лавшев... Неужели Юсуфа Угурчиева не слышал? Не, может быть, я услышал, но
я просто, не знаю. А Мандрен Альгиев? Не знаю его биографии. Может быть, о моей биографии, думаешь, что люди знают мою биографию? То, что есть в интернете, это же не все. Да, да. Я еще не написал своей биографии. Или... Надо, Рахим, книгу надо написать. Копирайта у меня не было. В следующем году, чтобы, Рахим, книга была от тебя. Мы ждем. У тебя трудная жизнь была, интересная жизнь была. Заслужил достойное звание, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Надо писать книги. Это все в интернет, если завтра идет, все. Как сказал один сантехник, если вам есть что писать и вы не пишете, то вы совершаете преступление. Вот. Тем более есть что писать. Поэтому Мандрен Альгиев, Сулумбек Асканов, Руслан Аушев и Юсуф Угурчиев. Там Руслан Аушев, первый кто были? Руслан Аушев? Да, Руслан Аушев, Сулумбек Асканов, Мандрен Альгиев и Юсуф Угурчиев. 9 дней, да? Как 9 дней, да. 9 дней. Произведение Башира Зязикова. Да. 9 дней. Багаудина Зязикова. Багаудина Зязикова. То есть надо понимать, что было в эти... Почему 9 дней? Да, вот именно. Вот это и разгадка в этом. Вот. 9 дней. А Да. что случилось за 9 дней? Да, Сулумбек Асканов 9 дней что-нибудь случилось? Руслан Аушев 9 дней. 9 дней Руслана вышел. Да, Мандрен Альгиев. Это какого года произведение? Вот это я не знаю, нету. Я даже не знаю. Если знал бы, дал Надо бы. год знать. Так. Но это более, как тебе сказать, Не стесняйся, не стесняйся. Говори. Не стесняйся в выражениях. Так, по навигатору едешь, или ты знаешь дорогу? Я знаю. Так. Получается, что подвиг, надо знать хорошо подвиг Сулумбека Асканова. Он делал, по-моему, насколько я помню, обычный полет, или тренировочный полет. Вот. И там эти 9 дней, как бы, они не вписываются никуда. Я вот так думаю. Это я рассуждаю с тобой. Да, Вслух, я рассуждение понял. вслух. Дальше. Руслан Аушев. Что могло случиться за 9 дней? Теракт в Беслане тоже, наверное, отпадает, потому что он не длился 9 дней, насколько я помню. Он не длился так долго. Что еще там может быть 9 дней? Дальше. Женщина. Как ее? Марина Альгиева? Не, женщин там нету вообще. Нету женщин? Нету. Как? Нальгиев Мандре. Нальгиев Мандре. Вот я думал, Мандре. Нальгиев. Он мне не знаком вообще. Вот, не знаком, но... Я извиняюсь, конечно, перед Да. зрителями. Ничего, узнаешь. Мы все не можем знать, Да. извините, тем более боксеры. Вот это сейчас очень хорошее. Это Молодец. негативная реклама бокса. На самом деле бокс это уникальный вид спорта, очень интересный. Я как бы... И дураки там не могут побеждать Раим, просто. мне как борцу это очень приятно, спасибо. И дураки там просто не проходят. Спасибо. Это просто, как вам сказать, Ее величество соображалка все равно бокс. должна работать. Ее величество бокс, да? Конечно. Ну и борьба, это самый древний вид спорта. Самый древний вид спорта. Да. Борьба, бокс и бег. То есть если не смогли люди противостоять в борьбе, в боксе, они убегали. Вот. Ну бег это тоже хороший вид спорта. Конечно. Кстати, из тренировок по бегу, вот много упражнений на физику, на выносливость мы берем из тренировочного процесса как раз таки легкоатлетов. Да? Ага, да. Вот. В том числе и тяжелоатлеты. Мы все в боксе. Чем уникален бокс? Вроде работаешь двумя руками, но все у тебя должно быть сильно. Есть выражение такое в боксе. В боксе не бывает мелочей. Все очень важно. Любая мелочь. Твой режим дня, твоя диета, твое питание, твое правильное восстановление, твоя фармацевтика, даже твое воспитание. Вообще все, говорят, что все идет от родителей, как 2 половины мира, да? Да. 2 вселенные и 2 полушария мозга. Это наши родители, инь-ян. То есть имеется в виду, что когда воспитывают мать и отец, то есть это имеется в виду, что полноценно, ты приобретаешь полноценное воспитание, да? А если нету матери, то уже как бы это все равно ты полусирота, получается так. Так, мы ушли от... Да. Бокс. Я умею водить это. Раим. Бокс, Я могу бокс. завести. Что с тобой сделал бокс? Я могу завести в дебри.
Так, ответ. Мандрей Нальгиев. Ну, надо Юсуф понимать, Гурчиев. какие-нибудь Мандем. Но он был сильным человеком. Просто сильным человеком. Да, я историю слышал. Чё Делали он сделал? делали турниры по комплексному единоборству, Мгм. по ММА в честь него. Ну, 9 Я тогда услышал. дней там не фигурировал, да? Ну, если я подскажу, то Да. может ты выиграешь, может ты проиграешь. Так, и последний у нас был Юсуф Гурчиев. Юсуф Гурчиев. Юсуф Гурчиев. Чем, блин, видишь, ты мне задал вопрос, я тебе задаю вопрос. Да. Я хитрый игрок, у тебя таких еще не было. Смотри, Юсуф, ну чем просто, какие-то просто, ну извини. По... Я извиняюсь. Чего он- Я чего- перед Юсупом извиняюсь. Ничего, он тебя поймет. Он живой? Особенно перед ним я извиняюсь. Рахим, если я скажу, кто это, ты его просто вспомнишь. Ты просто не вспоминаешь его. Может быть. Но он в области медицины. В области медицины из всех перечисленных я склоняюсь к мнению, что последние два, Нальгиев и Юсуф, потому что мне эти биографии не знакомы, Ага. к сожалению. Давай, Да. раз, два, три, выбери одного. Да? Примерно вот так. Ну просто я не знаю Да. ассоциации с Аушевым, что 9 дней какие-то там. Да, или да, да. Нет, тут 100%. Асканова 9 дней. Это, я думаю, большинство Поэтому- были бы в таком положении, как и ты сейчас. Поэтому, наверное, скорее всего, это Нальгиев. Нальгиев, да? Да. Ответ окончательный? Ответ- Принимается? Ответ окончательный. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Лицо дай, чтобы люди увидели. Это правильный ответ? Да, отвечаю. Мандрей Нальгиев. Вообще, вот ты удивляешь. Так, 10 тысяч у тебя. Один же неправильный ответ ты дал. Право на ошибку у тебя когда сгорело. Да. У тебя 10 тысяч. И сейчас контрольный вопрос. Контрольный выстрел. Контрольный вопрос. Контрольный, Да. что значит контрольный? Ну, последний вопрос, который будет стоить 5000 рублей. Ты уже на несгораемой суммы. 10 тысяч у тебя уже в кармане. То есть не Да. 10, дальше уже... Да, сейчас ты, Понятно. если ответишь на этот Ну, вопрос... скажи мне, это более сложный вопрос или они более... Да нет, нет. Или они... Нет, сегодня такой простой выпуск был. Я чуть потом не облился. Так, вопрос такой. Я думаю, 100% ты знаешь ответ. Да? Да. Блин, ну 100%. А что так уверенно? Можно я? Ну, конечно, конечно. Из-за того, что вот ты интересуешься искусством, культурой там разных стран, в многих местах бываешь, развиваешься. Вот поэтому я думал. Сейчас беда, если не отвечу, да? Кто нарисовал Мону Лизу? Мона Лизу кто нарисовал? Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Клод Моне. Так. Рассуждаем. Давай. Рассуждать можно вслух? Конечно. Тут долго я рассуждаю. Второй вариант какой был? Второй Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. Вот, картина называется у нас Мона Лиза. Мона Лиза. Нарисован. Кто нарисовал Мону Мона Лизу? Лиза. Это же Это... уже вот фотография обнаженная, да, там она стоит? Не, почему? Нет? Нет. Вопрос от магазина Big Man. Одежда для больших людей. Кто нарисовал Мону Лизу? Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Клод Моне. Смотри, вот ты удивишься, вот я боксер вроде бы казалось, Ага. но у меня смотри сколько контактов в художнике. Ага. Тут и Ника Сафронов, и наш Мурат Паланкоев, Да? и Ставропольский очень хороший художник Да. Сергей Пашин. Ремень вот надень, вот если если бы, знаешь, вот если бы можно было им дать позвонить сейчас, Да, то мой ответ был бы готов, да? да. А так я буду в неком логическом замешательстве. Мгм. Вот. На протяжении
Но если ты сейчас ответишь правильно, то это вообще супер будет, Раим. Да? На все вопросы ты ответил. Если я сейчас правильно отвечаю? Да, да. Так. И заработаешь 15 тысяч рублей. Сегодня мы такие тестовые делаем выпуски, посмотреть таблицу удобную, как, что. Вот поэтому сегодня так. Со следующих выпусков мы планируем сделать 100 тысяч рублей, Раим. Кстати, Давай в следующий раз. Кстати, хорошая передача. Я помню, вот на ТНТ ее начинал, ведущий был, ехал. Лысый Дмитрий дядька был, Нагиев. да, да. Не, лысый дядька был. другой. Нагиев, Дмитрий Нагиев, говорю. Дмитрий Нагиев. Вот, Дмитрий Нагиев. Дмитрий Нагиев, и он, ну это была интересная передача, на самом деле. Не, разве Ну, Дмитрий многие- Нагиев там был? Дмитрий Нагиев, да. Не, как... Не, вначале, может, он другой был, ну, или да? потом был другой. может быть, я просто не видел. Ну, Дмитрий Нагиев там тоже точно был. Иначе бы я не запомнил. А, Я всё, же участвовал в всё, больших всё. гонках на Первом канале. Да, да, и я был видел. ведущим Дмитрий Нагиев. И я бы, ну, как бы, я помню, что он был ведущим этой передачи какое-то время. Потом какие-то ведущие менялись там. Мгм. Вот. И это была интересная передача. Я не знаю, почему ее убрали с экрана, но Да, поэтому я сейчас начал ее. ты начала. Так, ответ, Хорошо, Рахим. что вспомнили. Да. Кто Вот. нарисовал Мону Не Лизу? уходи от ответа. Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Клод Моне. Какие тебе самые такие знакомые Они имена? все знакомы. Они Все знакомы. Ну, последний не очень. Мгм. Так все знакомы. Через руку. Ага. Через руку знакомы. Ну, два варианта самых таких, какие ты думаешь? Вот ты с этого начинаешь. У Чё тебя стратегия ведения боя, знаешь, как вот такси знания. С четверых ты на двоих переходишь сразу и одного вырубаешь, одного нокдаун и Смотри, выигрываешь. первые два варианта мне понравились. Мгм. Как там еще раз повторить? Это Винсент Ван Гог Ван Гог, и да. да Винчи. Ну, Ван Гог отменяется. Отменяется у него, всё. то ли, я не помню вот эти названия все, вот эти культурные Ага. художников, импрессионист или кто он. Мгм. Но у него, он не рисовал Мону Лизу. Мгм. Мона Лиза это вот портрет девушки, Да, да, да. женщины в этом, в чепчик у нее такой черный еще, да? Ну, это такая с волосами. Мона Лиза. А, по-моему, там на фоне... Без этого, я думаю. Без чепчика? Просто с волосами, да. А, все, понял. Что-то итальянское, да? Не могу. Не можешь, да? Так, не можешь. Так, еще вы как слух произнеси. это Пикассо. Пикассо. Мона Лиза, Пикассо. Ну-ка еще на слух, чтобы упал. Да Винчи, Да Винчи. Вот Да Винчи мне вообще. Пикассо. Да Винчи. Леонардо да Винчи. И Мона Лиза, да? Мгм. Так, и Пикассо тоже мне нравится. Пикассо. Блин, видишь, я... Ну, рассуждаешь ты Ну, хорошо, ну, честно художественно сказать. не очень. Молодец. Вот кто реально грамотный, умный, он оценит твои старания. Спасибо. Но боюсь тех, кто Нет, ну, не разбирается. Они мне главное, что они мне подсказать не могут. Да. Да. Но Пикассо, мне кажется, он... Пикассо, что-то Мона Лиза, Пикассо, это не сочетание какое-то. Пикассо. Пикассо, он что рисовал? Он природу рисовал, по-моему, да? Пикассо. Мона Лиза, это что-то такое. Мона Лиза, это что-то возвышенное. Леонардо да Винчи, да? Ответ Да скажешь, Винчи, я это же понимаю. Италия, Мона Лиза. Ну вот мне сразу, вот как упало, вот допустим, я пришел в магазин. Сердце что говорит тебе? Да, вот смотри, я в магазин пришел, вот буханки хлеба стоят. Да. Бля, и почему-то вот именно эту дайте мне. Все. Не право, не лево. Вот именно эту. ты слушаешься своего сердца. И вот Тогда огонь, я да? выбираю. Тогда огонь. Леонардо да Пускай Винчи. будет, да, пускай Пускай будет. Ты и так хорошо, Раим, Поверните ответил. А, то есть все, заканчиваем. Да. Хватит, мы уже почти доехали, Да, хватит. ответ принимается. Хорошо было бы, конечно, если это был бы правильным ответом, Раим. Мгм. Ты сегодня очень достойно отвечал, А я что-то думал, вел какая-то себя. какой-то подковерка какая-то. Ага. Так и думал. Ну, представляешь, мы доехали почти до места То, что назначения. так будет казаться... Да. Андрей, стоп, давай отвечу. То, что будет казаться правдоподобным, оно... Ну, то есть, это как марева. Бывает выражение марева? То есть, затуманено. Да.
затуманено. Вот. И вопросы все твои сегодня затуманенные какие-то. Да. Еще говорят, что простые вопросы, да? Да, они все очень сложные. Они вроде бы простые, Да, вроде бы простые, но они сложные. Вот. Я понимаю прекрасно, но я же боксер. Ты вызвал сегодня, можно сказать, на поединок меня. Я же боксер, зачем такие сложности? Зачем мне быть такие... Больше не делай такие вещи, да? Не делай больше такое. Давай я скажу окончательный ответ. Не, ответ твой уже принят, брат. Я не говорил слово окончательно. Не, я сказал, ответ принят уже, Рахим. Да? Хоть это, как тебе сказать... Я понял. Это уже правило Ничего игры. больше не говори. Я окончательный ответ не говорил. Не, ты не говорил, но я сказал, ответ принимается. И когда ответ принимается говорить, там зажигается желтые. Сейчас Где мы ее... зажигается? Ну, на экране, на табло. На табло вообще другая ситуация происходит в данный Ты момент. монтаж Рахим. можешь, Ты не понимаешь. Ты можешь монтаж сделать. Да. Ты не Это понимаешь, фейк, ребят, это фейк. что происходит. Это фейк. А. Ты меня грамотно слил. Все, грамотно слил. Смотри. Психологический тест пройден. 10 тысяч ты заработал, была несгораемая Как сумма. скажи, деньги закончились. Смотри, Рахим, был последний вопрос. На этот вопрос ты выбрал ответ, я его принял. Выиграешь, проиграешь, мы не можем это отменить, к сожалению. Но к великой радости твоей, к великой радости моей, к великой радости подписчиков, Поверните направо. правильный ответ был тот, который ты сказал. Леонардо да Винчи, отвечаю. А ты хотел его брать, хорошо, что я его принял, чуть не проиграл. Блин, вообще. Прикинь? Обалдеть. Серьезно? 100%. Леонардо да Винчи Ну все. нарисовал картину Это вы- Моны Лизы. Да. Я не глубокая, то есть я... Поздравляю. Мне вот как-то... Надеюсь, много людей посмотрят, активничать будут на странице там. Молодцы. Вот видите, человек спортсмен, как хорошо рассуждал. Из всех вопросов ответил только на один неправильно. Это очень хорошо. Вопросы были непростые. Да, казались бы простыми, но они непростые были. Много вариантов ответа. Все, что ли? Больше не будет вопросов? Все, вопросы закончились. Да, и мое дело сейчас отвести тебя в целости. Я только разогрелся. Чуть за конюшню не вышел как раз. Короче, с тебя еще одно такси. Все. Не, следующая программа у нас будет вместе. Кто хочет стать миллионером? Когда я куда-то полечу, Ага. я обязательно посмотрю. Ты обещал? Обещал. Обещания должны исполняться. Все. Всем спасибо. Скажи салам Так, алейкум, Рахим. ставим лайки, делаем репосты, нажимаем на колокольчик. А затем ясно. поверните налево. Хорошо. Всем с России. Всем салам алейкум, всем большой привет. Спасибо, что смотрите. Джабрил наш Барахоев, наш достойный брат. Дай Аллах тебе милости Всевышнего. Всем нам. Чтобы все твои близкие, родные, это я первое, что всегда желаю, это крепкого здоровья. Потому что здоровье это самое главное, да? 100%. Ну и чтобы наша вот, как сказать, наша вот братская порука, землячество наше, чтобы оно было крепким. Аминь. Братку должен, да? Да, да. Наша Долго отладишь, не куда наша сплоченность. Аллах, да, сказать, Машаллах. дала, могут же мяшу ложь, Дауд, Дауди, Да, Лянда. Шон дал рясхал, ушла духа, уж барген, то рясхал шон. Лайк. Борди Арди Сандухар. Ассаламу алейкум.